кто был забиты, и это трошки про кожного. Олесь Пушкин, легендарный мастак-перформер, диссидент с 80-х. Его арыштовали еще 80-е годы. И он сказал, что далее меня не пошлют, чем Сибирь, а в Беларуси, еще 5 лет и выйду. Але он был забиты. У 99-м году зрабіў знакамітую акцию «Гной Лукашенки». Осуджены до 5 годов колонии строгого режима за реабилитацию нацизму и сжег державных символов, за историчную картину, где показал войсковца-антисоветчика, героя Беларуси. 11 липня 23 года ночью Олесь был забитый. И он попал в реанимацию, праз несведчыцтва оказанную медицинскую допомогу при пробной язве. До гэтага ён 8 месяцев находился в гродненской турме. Вадзім Граско, молодой IT-специалист и активист, был осуджен на 3 года за финансование экстремистской деятельности, за несколько донатов, несколько долларов. Закинул ночь с 8 на 9 студеня 24 года в больнице, куда его привезли с Витебской колонии номер 3. Вадзім меў шэраг захворванняў і хварэў зляволенне. І он не мог быць у турме, але яго посадили в турму, и он был забитый. Официальной причиной смерти стала пневмония. У больницу Вадзіма доставили, коли уже нельга было его выратовать. Далее. Віталь Ташурак, уже казали, активист Березовки, сябра партии БНФ, координатор руху за свободу. Не раз балятаваўся мясцовыя депутаты и парламент, падымаў экалагічныя пытанні, ён змагаўся супраць шкоднай вытворчасці шклаваты. Разом с поплечниками ушановывал мясціны паўстанца Каліновскага. Был осуджен за удзел у массовых беспарадках. И он вышел на площадь своего города с нашим национальным стягом и был затрыманы. Закинул 21 мая 2021 года у Шкловской колонии. Улады заявили про спынение сердца, але на цели были следы мощных травм и забинтованная голова. Родным не дали часу з ім павітацца, и он был закопан у гробе. На апублікаванай уладамі відэа бачна, як ён падае не без прычыны, але з галавы ў перавязцы. Сваякі ўпэўнены, што яго забілі. І яшчэ некалькі чалавек. Игорь Ледник, аналитик и сябра белорусской социал-демократичной партии «Громада». Выступал за скасование союзной державы Беларуси и России. Осудженный за артикул «Международно признанный нейтралитет Беларуси, гарантия безпеки в регионе АПСЕ», які полічили поклепом на президента, так званого. Загинул 20 лютого, не загинул, был забитый, у тюремной больницы у Калядзічах. Игорь Ледник яшчэ да арышту меў інваліднасць другой группы праз праблемы з сэрцам. У чэрвені 22-го стан здароўя палітвязня пагоршыўся. Игорь знаходзіўся у санчасы следчага изолятора у лежачым стане. У ліпені стала вядома, што актывісту зрабілі аперацыю на страўнікава-кішэчным тракце. Аднак, не гледзячы на гэтае 6 верасня 22-го суддзя Татьяна Шосик признала его виноватым у поклепе на Лукашенке и покарала 3 годами зняволення. Николай Климович, уже было сказано Олесем Круткиным. Дмитрий Шлягау, громадянин Российской Федерации, у 18 году атрымаўшы белорусский ПМЖ. Осуджены за содзейнічанне экстремистской деятельности и шпионаж. У нас вельмі шмат у Беларуси шпионов розных национальностей. Есть литовцы, то есть, сами разумеете, не шпионы, они сумленные люди, але режим их держит в турме як шпионов. Это литовцы, латвийцы, поляки, японцы и шмат яшчэ якіх краін. Дмитрий Шлягау загинул 11 кастрычніка 24 года у Могилевской колонии номер 15. У посведчання его смерти позначено механичная асфиксия, то есть его задушили. СИЗА у колонию
мужчину перевели у первых числах кастрычника 24 года и одразу ж отправили в штрафный изолятор. Валентин Штермер. У червені 23-го його затримали за 8 коментарів на тему «Сваз образами громадян Росії», так званих. Суддя Сергій Багінський присудив 5 років колонії за уділ у екстремістській формуванні і розпалюванні національної ворожості. Валентин Штермер загинув на початку 25-го року у Шкловській колонії номер 17. По свідченню іншого політв'язня Валентин був вельми слабий. У колонію він приїхав після інсульту. При цьому його кинули одразу ж у ШИЗО. Йому було вельми складана життя, а менти його на працю відправили в перший день. Валентин вельми запалював касау, да і ходив з тяжестю. Коли усі йшли з праці, він завсюди відставав і падав. Все, мабуть. И Андрей Поднебенный. Андрей Поднебенный мел российское громадянство, але 6 годов жил в Беларуси. Осуджены по шерегу тяжких артикулов до 15 годов за подпал машины начальника кіровання департаменту виконання покаранию, прокол колов у 39 троллейбусов, створение и администрирование телеграм-канала и чата. Был забитый 3 вересня 25 года в Могилевской колонии номер 15. Причиной смерти Андрея знову стало удушение, его задушили. У гэты час політв'язень знаходився у штрафним ізоляторі і нічого не мог. Все, пам'ятає, яны назавжди у наших серцах. Слава героям! Живе Беларусь! Живе вечно.